Сегодня по всей стране чествуют героев России. Эта дата в календаре появилась 4 года назад. Золотой звездой высшей российской награды Чеченской Республики награждены около 3 десятков человек. Когда над Родиной нависла опасность, ее сыновья всегда становились на ее защиту. Так было и в той войне с фашизмом, так было и в наше время. На полях Великой Отечественной сражалось около 50 тысяч чеченских воинов. Только 9 из них получили заслуженные высшие награды. Сотни других фронтовиков незаслуженно репрессированного народа не раз представлялись, но так и не получили свои ордена и звезды. Самое страшное судьбоносное время для чеченского народа, когда вопрос стоял быть или не быть, на его защиту поднялись герои нашего времени. Гражданские лица, ничего не имевшие общего с военной профессией, стали политическими деятелями, мудрыми правителями и бесстрашными воинами. Среди них Ахмад Хаджи Кадыров, первый президент Чеченской Республики, и продолжатель его дела сын Рамзан Кадыров. И те, кто рядом с ним плечо в плечо прошли все эти тяжелые годы. Магомед Даудов, Алибек Делимханов, Усман Вахидов и больше 10 героев России, получивших это звание посмертно. Это милиционеры, главы населенных пунктов и простые граждане. В том числе и 15-летний Магомед Ташухаджиев. Он погиб, защищая отца. Мать мальчика часто вспоминает вечер, когда она потеряла и кормильца, и старшего сына. Я была в шоке. Никаких чувств, какие чувства могут быть у матери, которого и сын, и муж погибли. Но после я уже осознаю, что гордость. После рабочего дня 22 июля 2001 года офицеры заводского РВД Сади Ташухаджиев и его гость Расул Хабриев вместе ужинали. В это время в дом ворвались бандиты и в упор расстреляли милиционеров. На шум перестрелки, как теперь вспоминает Раиса, прибежал, схватив отцовский автомат, юный Магомед. Даже сейчас, спустя 10 лет, женщина не может спокойно говорить об этом. Но стрельбу мы не слышали как такое, потому что с глушителем, оказывается, этот пистолет был. Ну, этот автомат, который отца стоял за дверью, он успел схватить, и началась вот эта стрельба. Раненый мальчик, истекая кровью, дотянулся до выключателя и погасил свет, чтобы с улицы не было видно его семью. Когда Магомед начал терять сознание, к нему подполз младший брат Ислам. Взяв автомат у брата, он продолжил бой с бандитами. В этой схватке выжил только Ислам. Мать до сих пор жалеет, что не попала в палату к сыну. В этот момент она готова была дать все, чтобы быть рядом с ним. Почему нельзя? Я не могу же пройти к сыну. Пропустите хоть раз, я хочу посмотреть, поговорить с ним, быть рядом. Врач не захотел, не знаю. Спустя несколько часов после смерти юноши президент страны Владимир Путин подписывает указ о присвоении звания Героя России Магомеду Ташухаджиеву посмертно и ордена мужества его младшему брату Исламу. Память о нем увековечена. В честь самого юного Героя России названа 20-я средняя школа города Грозного. Руководство республики не забывает ни об одном чеченском герое. Их именами называются улицы и школы. Сегодня в Министерстве Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации в их честь состоялся вечер памяти. Теплые слова, памятные подарки, материальная помощь были вручены вдовам и матерям защитников Родины. О том, что значит потерять близкого человека, в республике знают не понаслышке. Не жалея собственной жизни, молодые парни шли в бой, защищая своих соотечественников. Многих из них уже нет в живых, но в памяти тех, кто их знал, они останутся навсегда. Смелые и мужественные. Динара Мурадова, Таймир Хаджиев, Муса Харсиев, Ваха Кантаев. Новости.